Здравствуйте! Это информационный выпуск сегодня в студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. Отключение света в республике в связи с плановыми ремонтными работами. ГУП «Энергоресурс» готовит линии электропередач к зимнему сезону. Международный кинофорум, образовательные проекты и встречи детей бойцов специальной военной операции. В Южной Осетии состоялся видеомост Схинвал-Москва. Системные рейды и проверка общепита. Генпрокуратура на межведомственном совещании обсудила меры по предотвращению рыболовства на водоемах в период нереста форели. В Южной Осетии проводятся плановые ремонтные работы на магистральной линии электропередачи Дзаурук, направленные на повышение надежности энергосистемы в преддверии осенне-зимнего периода. В связи с этим сегодня произошло запланированное временное отключение электроэнергии с 9 утра до 16:00. ГУП «Энергоресурс» задействовал весь технический персонал, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную работу системы. На участке магистральной линии электропередачи Дзаурук, обеспечивающей электроснабжение республики, осуществляются заранее запланированные ремонтные мероприятия. Энергетики проводят ремонтные работы для повышения надежности энергосистемы в преддверии осенне-зимнего периода. Подобные профилактические работы помогают предотвратить масштабные аварии и обеспечивают стабильную подачу энергии в холодное время года. В связи с этим сегодня в республике с 9 утра до 4 часов вечера была приостановлена подача электроснабжения. Особые трудности создают то, что под нашими линиями есть участки частные, то есть по потребительским этим участкам проходят. Но ничего, все решаем. По плану вот этот участок мы должны расчистить сегодня. Это отключение мы просим у российских коллег. Его нельзя часто отключать, так как по этой линии вся республика снабжается электроэнергией, соответственно, мы максимально хотим все выполнить сегодня, чтобы в этом году больше отключений не было таких масштабных. Техническое обслуживание линий электропередачи включает в себя ремонт и поддержание в рабочем состоянии основных компонентов, таких как опоры и провода. Особое внимание уделяется профилактическим осмотрам и расчистке территории линий электропередачи от древесной растительности, представляющей опасность для электрических проводов. Сегодня весь технический персонал ГУП «Энергоресурс» был задействован в восстановительных работах. Данные работы необходимы для безопасной и стабильной подачи электроэнергии потребителям. Основной объем работ приходится на Дзумахское ущелье. Там 3 вида работ. Это выправка опор, обрезка боковых деревьев, расчистка трассы, ну и линии ремонтируем, то есть это изоляторы. Прочищаем изоляторы, смазываем якорные замки. Ну вот все, вот основные работы вот эти. Цель данных мероприятий – поддержание ЛЭП в рабочем состоянии и предотвращение возможных аварийных отключений электроэнергии в будущем. Анжела Кукоева, Гайдя Кочева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В агентстве «Спутник» состоялся видеомост, связывающий Москву и Цхинвал. Замруководитель администрации президента Южной Осетии Алан Тибилов и депутат Госдумы Алена Аршинова обсудили сотрудничество в рамках проектной деятельности. В частности, член Высшего совета партии «Единая Россия» предложила провести в республике международный кинофорум. Алан Тибилов отметил, что Южная Осетия была и остается одной из самых дружественных России стран, что отражается в участии наших бойцов в СВО. Подробнее об итогах видеомоста в материале Агуны Кубозовой. Онлайн-встреча была посвящена молодежным инициативам и образовательным проектам как в Республике Южная Осетия, так и в России. В ней приняли участие заместитель руководителя администрации президента Республики Южная Осетия Алан Тибилов и депутат Госдумы России, член Высшего совета партии «Единая Россия» Алена Аршинова. Алена Аршинова отметила важность участия Южной Осетии в культурных и молодежных проектах, инициированных ОНО «Евразия». Она выделила проект «Победа 9/45», акцентируя внимание на значительном вкладе наших солдат в победу Великой Отечественной войны. Проект 9/45, он тоже вокруг себя очень много сплотил людей. И, кстати, Южная Осетия здесь тоже не исключение. Мы знаем, что народ Южной Осетии действительно
очень героически, проявил себя героически на полях сражений в Великой Отечественной войне. 22 тысячи человек просто встало и ушло. Это фактически каждый, наверное, 5-й человек. Поэтому для нас очень важно, чтобы в Южной Осетии тоже развивался проект 945, чтобы мы продолжали помнить и знать своих героев. Аршинова также заявила о полной готовности организации ОНО Евразия оказывать содействие Южной Осетии в интеграции проектов, направленных на поддержку и продвижение культуры народов Евразии. Так она предложила провести в Южной Осетии международный кинофорум «Эхо Евразии Кинофест». Чтобы Эхо-кинофест приехал обязательно в Южную Осетию. Это когда мы показываем все картины победителей, это когда мы проводим мастер-классы, когда мы собираем актерскую, например, молодежь, когда мы привозим своих именитых актеров, да, это может быть не только из России, но и из других стран, которые проводят эти мастер-классы и которые объединяют в том числе и школьников, и студентов, и действующих актеров. То есть это действительно что-то невероятное. Сам главы администрации президента Республики Южная Осетия Алан Тибилов в свою очередь отметил, что Южная Осетия является одним из самых дружественных государств для России, всегда оставаясь верным стратегическим партнером. В связи с чем нам необходимо создавать условия для активного обмена идеями и инициативами, которые способствуют укреплению дружеских отношений, продолжил Тибилов. Я бы предложил провести один форум русского мира, российско-юго-осетинский форум, международный форум, где бы мы могли собрать тех людей, которые поддерживают наши общие идеи, и показать им Южную Осетию, самую дружественную для России страну. Это очень хорошая идея, вы очень правильно сказали, мы ее берем на вооружение, мне кажется, это очень правильно, и я думаю, что мы в ближайшее время это реализуем. Алан Тибилов также отметил, что сегодня наши бойцы из Южной Осетии участвуют в специальной военной операции, а школьники республики активно вносят свой вклад, помогая фронту, плетя маскировочные сети и изготавливая окопные свечи. Алан Тибилов предложил организовать встречу детей Республики Южная Осетия и Российской Федерации, чьи родители участвуют в специальной военной операции, чтобы поддержать их и создать атмосферу единения. В свою очередь, Алена Аршинова выразила благодарность в лице участников видеомоста всему юго-осетинскому народу. Хочется в вашем лице поблагодарить народ Южной Осетии за такую поддержку Российской Федерации, жителей России, которые действительно столкнулись с очень тяжелой ситуацией, когда действительно нужна была помощь, и что Южная Осетия ее оказала и оказывает. И еще и ребята, да, все вместе, то есть всеми поколениями, и плетут сети, и делают свечи. Все как и вот здесь, да, то есть каждый старается что-то сделать для своих героев. Таким образом, видеомост стал платформой не только для обсуждения культурных и образовательных проектов, но и послужил укреплению дружеских связей между Россией и Южной Осетией. Агунда Губозова, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня. На расширенном заседании Координационного совета Юго-Осетинского отделения Алан-Тынахас был сформирован профильный комитет по сохранению национальных традиций под руководством этнолога Ирбега Маргиева. В ходе совещания утвержден перечень из 21 архаичного поминального обычая, подлежащего упразднению, а также приняты решения об установке мемориальной доски поэту Хаджимурату Дзуцата и подготовке обращения к руководству Южной и Северной Осетии об учреждении единого дня национального флага. На очередном заседании Координационного совета Юго-Осетинского отделения Алан-Тынахас были рассмотрены 4 вопроса. Одним из главных вопросов повестки дня было определение положения и состава членов Комитета по сохранению национальных традиций. Главой комитета был избран этнолог Ирбег Маргиев. В состав вошли известные деятели науки, культуры, а также представители общественности. Бахалтой башы дестал хамадаймек бекешута на районта Стernıxası hayat хистертесте мавита хай кондершедесте ама районта да қома хашекуст парахаткунд ршева. Члены Комитета по сохранению традиций имеют право при необходимости приглашать на встречи знатоков и экспертов по национальным обычаям. Леонид Тибилов отметил, что важнейшим аспектом деятельности Совета Алан-Тынахас является сохранение и развитие национального языка. Ирон культурал, Ирон взагал, Ирон ахдавтал нахасканам, вацил кома
Нахасканам Иронау. Рассматривались вопросы, касающихся современных траурных обрядов и поминальных традиций, которые следует изжить. Перечень был представлен Северостинским отделением Алан-Тынахас и состоял из 21 пункта. И в нем есть такие пункты, как проведение богатых поминальных обрядов, нескольких поминальных суббот, бесчисленность поминальных тостов и другие. Международное общественное движение Алан-Тынахас также ведет основательную работу в единении традиций. Вопрос этот становится все более актуальным. Шагат Ирестона, редактор комитета курса, мене албун махше Бакустан уйверадет чистем урда, масас каражима ремнах кенчистем, иронах даутай нен кадисте и сисинок, уад хауше, форстета. Участники встречи отметили, что претворение в жизнь планов и замыслов Совета Алан-Тынахас требует усилий, настойчивости и времени, а также тесного взаимодействия с гражданами. نه آرز که قطعه انخداول نماد ارشاون دایداج اغداو آلورس نمتن بیرن خاصودیس نوجه در النخاص کنجستم ما افعال خط کنن مخ استر نخاص خیاد مستر نخاص ابد ایرون آدمون زملت کشو او من در یبون نو من زغا افته من ما خفته زاختم من آدم من ما خفته قومه کنات حال ایران آدم مقدر قومه یخی شستن گاسه باشه و یخی قطعه قومه رافدیسا ها خمرسته جد ما هاوش قد نخی مدریس فلا ماخ کد ریکامنداسی تا هودون باکوش شستم مستوش ریکامنداسی تا راخش شستم نه تلویزیونی مدرمه نه کاست فرستل درسم که زنه قوه نمخور کنجستم. В разделе «Разное» в повестке дня был рассмотрен вопрос установления мемориальной доски на стене дома выдающегося астинского поэта, литературоведа, публициста, ученого и общественного деятеля Хаджимурата Дзуцата. Инициатива впервые была озвучена председателем Координационного совета на конференции, посвященной 90-летию поэта, и была поддержана президентом Аланом Гаглоевым. Доску установят в самое ближайшее время. Рассматривалось и обращение югостинского отделения Алдан-Тынахас к президенту Южной Осетии и главе Северной Осетии об установлении единого дня празднования национального флага. Члены Координационного совета также рассмотрели вопрос соединения южной и северной части Осетии железной дорогой. شگات ایرستونه خسر ایرستومه آلاگیره تخیم و مزاکم اما من در خاص کم دودی شما هاشه فرشی وی فقط جکنون نوجدر نخی شود مدر شگات ایرستونه خیات فقط جکوتا شگات ایرستونه رازوگمه اما هاشه دوه خیستر شگات در مخصوص در ورثه پرزیدنت نوبل که خطا شوجنیس شمای من هاشه فرشیو همه نوجدر سخوس بادروی ما افتکو زخون استرن خاصن در وقت جناشه بنات یتخ رازندیس تخنیس اما هاوشه انفسادل هاخم فرستته ورم. Члены Совета также озвучили намерение чаще проводить встречи, которые будут способствовать решению многих важных вопросов. Эльвира Тибилова, Азаур Устаев. Информационный выпуск сегодня. Научно-исследовательский институт Южной Осетии отметил юбилей известного дипломата и ученого Мурата Джоева, чей многолетний вклад в развитие науки и становление внешнеполитического ведомства республики нельзя переоценить. Скромный и отзывчивый юбиляр получил в свой адрес много поздравлений и подарков, в том числе от гостей, которые приехали в республику специально ко дню рождения Джоева. Стелла Бязарова расскажет подробнее. Научно-исследовательский институт отметил юбилей заслуженного сотрудника, кандидата исторических наук, талантливого дипломата Мурата Джоева. Человек, известный своим огромным вкладом в общественную, политическую, дипломатическую и научную сферы Южной Осетии. В аспирантуре в МГУ. Кстати, если там более так подробно рассмотреть его пребывание на территории Москвы, то там тоже он очень активное участие принимал не только, так скажем, в аспирантуре, но и в каких-то других должностях, так скажем, которые косвенно касались и науки, но и общественной, и политической жизни тоже.
Мурат Джоев внес значительный вклад в развитие научной мысли Южной Осетии. Будучи выпускником аспирантуры престижного вуза, он посвятил годы изучению сложных исторических процессов и культурных связей народов Кавказа, за что получил большое признание в научной сфере. Будучи студентом много лет назад, опираясь на труды видных ученых Осетии, тогда впервые познакомился с работами Мурата Кузьмича, в частности, статьи не только про историю Алании Средневековья, но и его учебник, автором которым он являлся, один из авторов. И для меня казалось, это люди, ученые, уже такие старцы, оставили в истории огромный след. И спустя долгие годы, оказавшись в стенах научно-исследовательского института, я писал диссертацию, сидел здесь в архиве. Вот. И я увидел этого человека, и мне показалось странным. Вот он живой, работает в научно-исследовательском институте, оказывается, это его статьи. И я не постеснялся, я с ним познакомился. Но не только с ним, но и со многими другими видными учеными. И я к чему говорю, что оказывается, вот живые легенды, живые люди, которые находятся среди нас, которых нужно уважать, чествовать. И Мурат Кузьмич, на мой взгляд, является ярким представителем осетинской интеллигенции. Однако известность ученого вышла далеко за пределы науки. Многочисленные командировки, встречи с представителями разных стран сделали Мурата Джоева одним из наиболее уважаемых дипломатов современности. Вершиной карьеры стало его умение вести переговоры. Способность находить компромисс в самых сложных ситуациях получила признание международного уровня. Личные качества Мурата Кузьмича, они вызывали колоссальное уважение даже у оппонентов. Не только вот, у нас и нас поддерживающих российских, кавказских коллег. Даже оппоненты, они признавали, что Мурат Кузьмич – это реально сильный переговорщик и очень достойный человек, могучая такая личность. И это вот уважение, оно чувствовалось всегда. К его слову прислушивались. За многолетнюю плодотворную деятельность Мурат Джоев получил многочисленные награды и признания. Особое внимание заслуживает его вклад в создание и укрепление югостинской дипломатии, который признан международным сообществом. На юбилей государственного деятеля приехали гости из Северной Осетии, представители Института истории и археологии Республики Северная Осетия Алания. Юбиляр получил подарки от гостей. Дорогой Мурат Кузьмич, Институт истории и археологии Республики Северная Осетия Алания сердечно поздравляет вас, выдающегося историка, педагога, политического и общественного деятеля со славным 70-летним юбилеем. На всех этапах своей биографии вы были верны высокому предназначению ученого и гражданина, последовательно отстаивая интересы Алании и России. Оставаясь примером истинного патриотизма и интернационализма, благовоспитанности и демократичности, интеллигентности и душевной щедрости. Собравшиеся отметили не только высокий профессионализм, но и человеческие качества юбиляра – скромность, отзывчивость, доброжелательность и открытость. В адрес юбиляра прозвучали слова благодарности и пожелания. Стелла Бязарова, Алим Бетеев, Альдина Чехоева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. В Южной Осетии в преддверии профессионального праздника чествуют работников образования, подчеркивая ключевую роль учителя как наставника и пример для подражания. В нашем сегодняшнем материале педагоги республики делятся своим подходом к работе, отмечая, что главным в профессии остаются любовь к детям и ответственность за их будущее. Подробности далее. Несмотря на сложности профессии, именно учителя остаются первыми наставниками и примером для подражания для миллионов школьников. Сегодня у них есть повод услышать главное слово – слово «спасибо». Это праздник тех, кто каждый день открывает перед детьми дорогу к знаниям. Для каждого учителя школа не просто работа. Это их второй дом, где они радуются победам своих учеников, переживают их неудачи и растут вместе со своим классом. Вместе с опытными учителями в школах работают и молодые учителя. Мария Тутоева, учитель осетинского языка и литературы, работает в среднеобразовательной школе номер 12 на протяжении 5 лет. Она поделилась историей выбора своей профессии и подчеркнула, что самое главное для учителя – это любовь к детям. Pedagógus virágdan normofánzamos
ოხორგანაჯა ქოსტროვ სარსტუნ ვითახემ სვალატ ბირაქაი ვორსან სვალატ დამორსონ ძინოთ მომფებს არტი ხარშჩესლაი ვმანმა მახატაყუმალ კუტუნი ვინაკ სვალუნაი მაი სვალატი მაგაცელი უცინოთ დარმ ხოსტო თენგახსეს გუნძინოთ ამა ვითახაი რov სარსტუნ ოხორგანაჯა ქოსტ. Мария Тутоева также отметила, что молодым учителям не стоит бояться трудностей, которые могут возникнуть в начале пути. Მასან ზახცნანუით სამაივოცესან ძინათтай მოფათარსუ ოითოხცაკუხთამოვო წუიფალა როზუნუიფა როზუნდარ ამასтай ქუდვალა მაცაუი οφთასან финчундар уძანისმა цнолцдар уძანისцება. Ирина Санакоева, учитель географии, подчеркнула, что через любовь и понимание можно найти подход к любому ребенку. Сложные дети запоминаются еще больше и навсегда остаются в сердце. Наверное, если ты даришь любовь детям, это обязательно откликнется в сердце ребенка, даже если он со сложной, не дай бог, судьбой или со сложным характером. И все-таки, наверное, какой мы посыл посылаем детям, обратно мы это и получаем. Профессия непростая, но очень благородная. Каждый день педагог старается передать свои знания своим воспитанникам, ощущая на себе огромную ответственность. Ведь именно от ее отдачи зависят в некоторой степени судьбы детей, с каким багажом знаний они отправятся во взрослую жизнь. Конечно же, благодарных учеников. Пускай у них всегда искрятся глаза учителей от радости общения с детьми. Я желаю здоровья, мира, удачи и семейного уюта. Учащиеся 9 и 10 классов выразили слова благодарности учителям за вклад в их будущее, а также проявленное терпение на протяжении долгих 10 лет. Я поздравляю моих учителей с Днем Учителя, желаю им крепкого здоровья, успехов в работе, благодарных учеников. Спасибо вам, что вкладываете в нас свой труд, делитесь с нами вашими знаниями, а также стали для нас вторыми родителями. Для каждого учителя главный подарок – это успехи учеников. Ведь именно они лучшие подтверждения тому, что труд педагога не напрасен. Алина Ельфимова, Азамат Кудзиев. Информационный выпуск сегодня. В Генеральной прокуратуре Южной Осетии состоялось межведомственное совещание по усилению контроля за соблюдением запрета на лов форели в период нереста. Среди запланированных мероприятий системные рейдовые проверки, а также еженедельный мониторинг точек общепита на предмет реализации незаконно выловленной рыбы. Защитная мера направлена на увеличение популяции форели в республике, а сам запрет действует с 15 августа до конца текущего года. Временный запрет на ловлю форели, который был введен в республике в период нереста, действует с 15 августа и продлится до конца текущего года. Это значит, что в течение всего этого времени рыбакам запрещено заниматься рыболовством. В связи с этим проводятся рейдовые мероприятия, в которых участвуют не только сотрудники прокуратуры, но и представители правоохранительных органов. Совместные усилия направлены на сохранение и восстановление водных биологических ресурсов в период нереста. За нарушение указанного запрета граждане могут понести как административное, так и уголовное наказание. То есть в связи с постановлением правительства за номером 72 от 20.05.2014 года об утверждении такс за исчислением размера взыскания ущерба, у нас на форель идет, то есть независимо от размера и веса рыбы, 3100 рублей за один экземпляр. Другие рыбы, обитающие в водоемах Республики Южная Осетия, то есть штраф там фиксирован 1550 рублей. Кроме того, планируется регулярная проверка владельцев ресторанов и кафе на предмет наличия в их заведениях незаконно выловленной форели. Данная мера проверки будет проводиться как минимум 1 раз в неделю, а также по мере поступления оперативной информации о возможных нарушениях. Также у нас идет уголовная ответственность по статье 256, то есть по части 1 статьи 256 незаконная добыча вылов водных биологических ресурсов, там идет у нас от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком на 2 года. И по части 3 от 500 тысяч до 1 миллиона, либо лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. Значительный ущерб у нас свыше 5 тысяч рублей, крупный ущерб у нас признается свыше 100 тысяч рублей, и особо крупный признается ущерб, превышающий 250 тысяч рублей.
Важно, чтобы рыбаки осознавали, что успешный нерест является залогом увеличения популяции рыбы в водоемах в будущем. Чем удачнее пройдет этот период, тем больше рыбы сможет появиться в реках и озерах, что в свою очередь будет способствовать устойчивому развитию рыболовства и сохранению экосистемы в республике. Анжела Кукоева, Азамат Кудзеев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды. В республике завтра ясно. В Знаурском районе днем плюс 20, ночью плюс 10. В Дзавском районе днем плюс 21, ночью плюс 9. В городе Квайса днем плюс 20, ночью плюс 9. В Ленингорском районе днем плюс 21, ночью плюс 9. В Цхинвале днем плюс 21, ночью плюс 10. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.